Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто за вами наблюдает, следит, наблюдает, кто этот человек, люди, с какими целями, с какими мыслями они все это делают. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, кто за мной следит, кто за мной наблюдает и зачем. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Тут о вас кто-то за спиной говорит. Песок прям высыпался, с правой стороны говорят о вас. Так, ну что, за вами точно наблюдают, потому что вышел глаз. Вышли прям, знаете, такие персонажи повыходили, которые себя, ну вот, скрывают, да, не хотят, чтобы о них знали, не хотят, чтобы о них говорили, чтобы я о них говорила, вот именно сейчас. Кто-то скрывает причины, кто-то скрывает свое лицо, да, человек не скрывает причины, но при этом скрывает свое лицо, а кто-то наоборот. Так, давайте я вам расскажу сразу о тех, кто о вас говорит. Это два человека, говорят хорошее, с правой стороны вышли разговоры. Может быть, у вас какой-то праздник, может быть, вам нужна помощь. Два человека, которые очень хорошо к вам относятся, следят за вашей жизнью, знают, что вам нужна помощь, либо наоборот, да, что вам нужно устроить праздник, развлечение, хороший подарок вам приобрести. Они о вас говорят и стараются вам, ну, действительно угодить, либо помочь. Хорошие люди. Этих людей вы хорошо знаете. Это могут быть друзья, соседи, коллеги, родственники. Может быть, это ваш, я не знаю, муж и сын, либо дочь, да, сейчас где-нибудь там как уединились, да, и обсуждают, что вам подарить. А может быть, это ваши коллеги, знают, что у вас проблемки возникли и думают, как бы вам помочь. Хорошие, говорят, добрые люди, сердечные, вас очень любят, ценят и заботятся о вас. Так что двоих вот прям показали. Ну, мы смотрим, знаете, как на момент, вот здесь и сейчас, да, в сегодняшнем дне, что происходит. Это не исключает того, что этих людей гораздо больше, кто говорит о вас хорошее, да, кто хотел бы вам помочь. Но вот именно сегодня, в день, когда вы зашли на эту отсыпку, вот двое, они вышли в корешки и как раз разговор их показали. Может быть, вы что-то подозреваете. Ну, вам не показалось. Люди действительно говорят, но говорят хорошее. Так. Вот человек, который себя полностью скрыл, он за вами давно следит. Это не первый, знаете как, не первый день, когда он ведет слежку. Эта слежка может даже годами длиться. Он в курсе всех событий, либо она, я не могу сказать. Но очень похоже, кстати, на мужчину. Причем, вот как мне идет, на мужчину бывшего. Причем мужчину бывшего, который сейчас, ну, допустим, да, где-нибудь находится в таком очень тяжелом положении. Может быть, ну, попал человек в места не столь отдаленные, да, присел на несколько лет, а может быть, он в другой семье, но его положение хуже, чем в тюрьме, понимаете, и он за вами наблюдает. Кто-то о вас ему рассказывает, с кем-то он имеет связь из вашего окружения, либо человек, который вас знает хорошо и получает о вас постоянно информацию. Постоянно. Этой информацией человек живет, потому что у человека очень серьезные планы на то, чтобы в вашу жизнь вернуться. Вот так, мои хорошие. Так что знайте, что какой-то ваш бывший, который сейчас, в сегодняшнем дне, очень неблагополучный, жизнь тяжелая, да, спит и видит, как бы к вам вернуться. Кстати,
прям знают все, да, мельчайших подробностей, что с вами происходит и что происходит в вашей жизни. Если честно, даже, не знаю, Шерлок Холмс бы позавидовал, да, разведка какая-нибудь там английская, либо американская, там слезами бы утерлась, если бы имела такую возможность собирать вот такие подробные данные о людях. Все знают, девочки, прям все про вас знают. В курсе всех событий. И я даже не удивлюсь, если у кого-то вот этот человек знает больше, чем вы, что происходит с вами и в вашей жизни. Запросто. Прям как досье на вас ведет. Либо кто-то ему, может быть, приносит досье. А может быть, он оплатил какого-нибудь там детектива частного, и человек собирает о вас данные, ему передает. Очень много о вас знают. В голове дорога, в голове желание опять войти в вашу жизнь. Причем, ну, я так понимаю, восстановиться в правах, либо в праве претендовать на вас. Может быть, вы уже были в браке, да, он думает, что опять поженимся, опять буду мужем. А другой думает, приду и уже шанс не упущу, буду добиваться, чтобы она за меня замуж пошла. Вот так вот, девочки. И, кстати, этого человека не смутит абсолютно, если вы сейчас не свободны. Что-то он про вас знает, девочки, что-то знает. Какая-то уверенность есть, что вы, либо не откажете, да, либо он сможет вас, скажем так, уговорить. Это есть. Так, идем дальше. Кто за вами наблюдает? Я так понимаю, какая-то женщина пожилая с палочкой ходит. С палочкой ходит, скорее всего, сгорбленная, либо, вот знаете, какая сутуленная. Может быть, у нее лишний вес. Она по большей части, как из окна наблюдает. Может быть, соседка. А может быть, это ваша бабушка, либо мамочка, да, вот все время вот смотрит в окошечко и думает, ой, скорее бы моя доченька пришла, да, либо скорее бы внученька пришла, может быть сестра ваша, да, тетюшка ваша, женщина пожилая, тоже старается быть в курсе всех ваших событий. Тут желание помочь и уберечь, подсказать. Вот это желание прям берет верх. Она себя иногда сдерживает. Я так понимаю, что вы не всегда готовы принимать ее помощь, не всегда вы сходитесь по мнениям, но она все равно старается, как, знаете, на предупреждение, да, может быть, вам очень много советов дает, либо, там, знаете, наказов вам дает. Вот, любит, она вас любит, и она, прям, знаете, у нее сердце иногда за вас болит. Прям действительно вот физическую боль ощущает, когда у вас неприятности, когда какие-то проблемы, переживает за вас очень сильно. Хорошая женщина, очень добрая, эмоциональная и мнительная. Вы уж ее там поберегите, не ругайтесь, не критикуйте. Дает она вам свои советы, не согласны, не принимайте вы эти советы. Вас же никто не побьет, не накажет, если вы кивнете головой и скажете, хорошо, спасибо, так и сделаю. Да, а дальше выйдите за дверь и делайте так, как вы хотите. Вот. Не надо вот скандалов, ссор, не надо. Слушайте, она болеет, у нее проблемы со здоровьем. Возможно, вы знаете, возможно, она скрывает от вас. Но я вижу, что ей очень тяжело. Вот по здоровью тяжело, и плюс еще эти переживания за вас, они здоровья не добавляют, вот, чтобы вы понимали. Так, у кого-то, кстати, отыграется, что это действительно какая-то соседка, может быть, в вашем доме живет, может, напротив. Этой соседке вы очень приятны. Может быть, вы кого-то напоминаете. Может быть, вы ей напоминаете себя в молодости, да, вот когда она была молодая. Она вами любуется. Она, может быть, знаете, как приблизительно знает, когда вы возвращаетесь с работы, либо идете на работу. Прям вот, когда вас видит, у нее как настроение поднимается. Да. Она приятная женщина, очень приятная женщина. Вот эта старушечка, она очень приятная женщина. С добром за вами наблюдает. Так, здесь на работе за вами кто-то наблюдает, причем наблюдает мужчина и женщина. Может быть, это руководство, может быть, это там смежные какие-нибудь там подразделения, отделы. Эти два человека за вами наблюдают. Они о вас говорят. Говорят они хорошее о вас, но хотели говорить бы лучшее. То есть, либо у них информации о вас не хватает, и они пытаются ее там добыть всеми удобными, возможными, невозможными способами, либо
вот ищут подход к вам, да, чтобы с вами больше и ближе общаться. Мне почему-то идет, что это какие-то люди, руководители, да, руководители, мужчина и женщина. Как-то вот они вас взяли на заметку, вы им приятны, но непонятны немножечко. Может быть, вы себя не очень активно проявляете, может быть, вы очень скромный человек, вам бы немножечко себя проявить, да, показать, вот показать с лучшей стороны. Поверьте, оно того стоит. Ваша скромность, она никуда не денется. Я не верю в то, что вы прям такой хвастливый человек. Наоборот, да, очень закрытый человек. Пожалуйста, пожалуйста, будьте более проще, более доступны и не стесняйтесь. Не стесняйтесь себя проявлять, не стесняйтесь о себе сказать как есть. Вас же никто там, не заставляет там, накручивать, навирать. Скажите как есть. Вот. Будьте поактивнее и тянитесь к людям, поверьте. Вот за вами наблюдают. Мне почему-то кажется, что вас хотят либо повысить, либо какое-то важное дело вам поручить. Поэтому, мои хорошие, держитесь. Держитесь поактивнее и действительно почаще проявляйте себя. Это в пользу будет вам идти. Так. Девочки, есть какая-то женщина, она немного старше, чем вы. У этой женщины к вам какая-то претензия, либо обида даже присутствует. Она вас считает своей конкуренткой, она считает вас даже в какой-то степени помехой, вот помехой в своем пути, в своей жизни, в каких-то своих действиях. Она за вами наблюдает, украдкой наблюдает. Она старается, чтобы не показать себя, не проявить своих страхов, опасений по поводу вас, но тем не менее она очень много о вас знает. С кем-то она о вас постоянно разговаривает. Есть человек, который либо вас хорошо знает и ей сливает информацию, либо, знаете, как там через пятые руки, да, знакомые знакомых, информация о вас у нее есть. Только она не знает, как с этой информацией распорядиться. Вы со всех сторон положительный человек. Знаете, как придраться не к чему. Вот она, кстати, очень сокрушается по этому поводу. Зацепиться не могу. Да, вот очень хочется навредить, очень хочется нагадить, но не могу, не за что зацепиться. Вот, и прям, знаете, еще больше раздражаться начинает на вас, что вы такая хорошая, идеальная. Угу. У этой женщины, не знаю, у нее то ли какие-то объемные волосы, то ли она любит там себе начесать, зачесать, что такое большое на голове носит, на шапку похожее. А может быть, действительно у нее какая-то шапка необычная, большая. Может быть, тюрбан она носит, но любит что-то на голове носить. Очень противная женщина, характер такой скверный. И скандалистка, завистница. Сердце вот прям черное, черное. Она, кстати, талантливый человек, может быть, поет, может быть, на музыкальном инструменте играет, может быть, что-то умеет делать. Но из-за вот этого черного сердца у нее везде какие-то обломы идут по жизни, разочарования и обломы. И в личном она абсолютно несчастливый человек. Кстати, может быть, действительно, как соперница в личном, но я не вижу, чтобы ее кто-то любил. Не вижу, абсолютно не вижу. И она это знает. Она знает, что ее никто не любит. Да, такая вот женщина вышла. Так, вышел мужчина, вам знакомый. Очень хорошо вы знаете этого мужчину. У кого-то отыграется, что это кум, там, не знаю, сват, брат, там, двоюродный, троюродный, может быть, муж вашей там, двоюродной сестры. У вас с ним родственная связь, не кровная идет, если вы родственники. Ну, а так больше похоже на хороших знакомых, приятелей. Может быть, муж вашей подруги, допустим, да? Либо соседки. Этот мужчина вами очень интересуется, этот мужчина вами восхищается. Я бы даже сказала, что он тайно в вас влюблен. Но вижу, что он не свободный, и, скорее всего, он проявляться к вам не имеет права, что ли, да, либо, знаете, как силенок не хватает, жизнь свою поменять. Этот мужчина очень восхищается именно вашей женственностью, вашим умением быть чистой, опрятной, стильной, хозяйкой, да, может быть, он кушал вашу еду, бывал в вашем доме.
Вот вы для него просто как образец идеальной женщины. Образец. Не могу сказать, что это прям любовь-любовь. Ну, кого-то, конечно, отыграется, что мужчина любит, но у большинства отыграется как вот именно восхищение. Вот когда вы встречаетесь, там, общаетесь, там, пришел, например, со своей женой к вам в гости, всегда наблюдает за вами. Он наблюдает и прям кайфует от того, как вы все делаете, какая вы, ну, прям идеальная. Вот для него вы самая идеальная женщина на свете. Может быть, вы ему маму напоминаете, либо бабушку. Есть сплошное уважение, восхищение и вот моральное удовольствие от того, что он видит. Такой вот мужчинка вышел. Так, мои хорошие, здесь еще детки вышли, детки. Детки-конфетки. Либо ваши детки, либо ваши внуки, может быть, даже у кого-то правнуки. Вот здесь у кого-то я вижу, что дети очень любят вас слушать. Может быть, какие-то интересные истории вы рассказываете. Может быть, вы умеете ребенка, ну, скажем так, воспитывать, да, либо наставлять очень правильно, интересно, увлекательно. Вот детям нравится общаться с вами. У кого-то отыграется, что дети наблюдают, как вы что-то делаете. Особенно вот девочка наблюдает, как вы, например, одеваетесь, там, макияжик себе делаете, да, что-то готовите. Вот прям запоминают, все запоминают. Но для детей вы самое лучшее, самое прекрасное. И когда дети с вами, они очень спокойные становятся, спокойные, умиротворенные, знаете, беззаботные. Даже если это взрослые дети, вот они к вам приезжают, там, видят, как вы на стол накрываете, да, либо что-то делаете, может, сидите, вяжете, какая-то умиротворенность появляется, такое классное, кайфовое состояние, когда человек расслаблен. Любят вас ваши детки. Вот взрослые, маленькие, неважно, вот, а любят и все. Вы для них вот прям супер женщина. Ангелочек. Вы ангелочек для них. Вот так идет. Так, мои хорошие, на этом все. На этой прекрасной ноте все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.